Сире халықсене книге туслаштарать литература тебелінже хабылдыватпыр. Паян хитель булывай бир, Чуваш автономия облачне, тада тудар АССРне ергеленеринбе шержул щитнине халлатпыр. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в литературной онлайн-гостиной. Народы дружат книгами. Встреча проходит в рамках столетия образования Чувашской автономной области и Татарской АСР. Сегодня у нас в гостях народный поэт Чувашии Юрий Семенович Семендер, председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской республики» Хайдар Абдулбариевич Сафиуллин. Добрый день. Испокон веков чуваши и татары живут на одной земле, дышат одним воздухом. Словно на сетке несушки целыми днями, а иной раз ночь напролет, сидят над созданием первой чувашской книги на татарском языке. Рыжеватый татарин и черноволосый чувашин, как пара лошадей, впряглись в саху-матушку общей культуры. Это слова Педера Хузангая о сотрудничестве Зарифа Башири и Николая Шелеби, чувашского писателя, переводчика, народного поэта Чувашии. К слову, Николай Шелеби родился в деревне Новая Узеева Аксубаевского района Республики Татарстан. Шелеби помогал своему другу в подборе и переводе произведений чувашских авторов на татарский язык для антологии «Чувашская литература», изданной в 1928 году. В 1930 году им составлена и переведена на чувашский язык книга из современной татарской литературы. Это было первое издание прозаических и поэтических произведений наших близких соседей. Сюда вошли рассказы Мирсая Амира, Габдрахмана Минского, стихи Хади Такташа, Аделя Кутуя, Нур-Баяна и многих других. Этим сборником Николай Шелеби выразил признательность татарской литературе и печати. Поэт хорошо знал татарский язык. Он писал на нем произведения, некоторые из его стихов опубликованы на страницах газет «Казан-Мухбире» и «Вакыт». И хочется обратиться к Юрию Семеновичу. Я вот недавно только что узнала, что вы как раз написали стихотворение о Зарифе и Зарифа Башири и Николае Шелеби. Можете ознакомить нас со своим новым произведением? У меня, конечно, стихи написаны на родном мне чувашском языке. В прошлом году я решил весь декабрь месяц посвятить татарской поэзии. Это у меня такая появилась внутренняя потребность, или как вдохновение, что ли. А с чем это связано? С чем это связано? Это связано с тем, что у меня в татарской литературе, современной татарской литературе, очень много близких, таких хороших друзей. Вот начал с Абдуллы Тукая, потом Муса Джалиль, Хасан Туфан, поэты старшего поколения. И вот о факте, о котором вы сейчас говорили, о Зарифе Башири и Николае Шелеби, я сочинил стихотворение на чувашском языке. Если это входит в рамки нашего разговора, я могу прочитать. Несомненно. Тав самахия, благодарение. Очки надо одевать. Одеваю. О, лучше видно. Тав самахия, Зариф Баширия. Парабус пекех хашкать, пахар санла самовар. Чей белехан аланать, сабар чвашпа тудар. Мен де вашын Шелеби, мен де вашын Башири, өзен туслых кенеги, чаваш литератури, нарспие, аржурие, мухтать тудар ширавиши, шармасан юржине, пуштаять кайбыш ажи. Шубышыннин шелемне, пысыка хурса хаклать, вашанка ширнизене, шемен алгере мухтать, чаваш херевнище, ятла хайлау осталать. Шаванбек Зариф Питше, Пиринихалага, числать. Чавашсем, Терксенжен, чит таза чельхеллисем, Теня жаильсен, черере хыбать хельхем.
Хак пониженен ланза, пуплеве, тептивледе, евитлет пер пуштайза, тавзана зарифтеде. Вот такие стихи у меня получились. Замечательные стихи. Строки, посвященные Зарифу Башири, замечательному нашему соседу, замечательному татарскому поэту, который отлично владел и чувашским языком, сочинил такую сильную повесть очень. Чувашхере унище, чувашская девушка унище. Тавах Юрий Семенович. Тавах. Тогда мы будем каламалы борщак. Каламалды калашнышемин. Шак иги поэт шинчин. Тогда гиледи пепесумах. Ну, юрать, таврны бар кузимбатня тогда. Юрать. А мы продолжаем тему чувашско-татарских литературных связей. Они имеют давние корни. В Республике Татарстан родились Иван Яковлев, Педер Хузангай, Александр Алга, Александр Калган, Михаил Сениэль, Алексей Афанасьев. На самом деле список очень внушительный. Вот даже у меня есть список писателей и поэтов, которые родились в Татарстане, чувашских. Тут это не полный список, 50 человек. 50, как много. Это не полный список, я повторяюсь. Так что их было очень много. Это только литераторы, так? Литераторы, литературоведы, вот Дедушкин тут. Да. А в Чувашской АСР родился татарский поэт Аркаил Зайдуллин. Недавно в Национальной библиотеке прошла презентация его книги. Юрий Семенович, а кого еще вы можете назвать? Татарских поэтов и писателей? Классик татарской литературы, драматург, прозаик, отличный поэт из Батыровского района. Там есть деревня Бикшики, вот он там родился. Фатхи Бурнаш. Кавила Тып еще из этого же района тоже, Сулейман, академик в Татарстане физико-математических наук и в то же время отличный поэт. Я в прошлом году, даже позапрошлом, наверное, выпустил его книгу в Татарстане на чувашском языке, на татарском языке, на русском, на 3 языках выпустили книгу. Я переводчик на чувашский язык. Это Сулейман, академик Сулейман. Профессор, тоже владеет чувашским языком хорошо. Вот, еще много. Ну и татарские писатели, которые родились там, в татарских селениях, отлично владели чувашским языком по той причине, что жили среди чувашей. Шараф Мударрис, например. Они сами тоже писали, да, на чувашском? Или... Писали, может быть, не очень, но переводили на татарский язык с чувашского. Вот наш шпион перевел, Шараф Мударрис, на татарский язык. Современные поэты говорят, мы попытались, но превзойти перевод Шарафа Мударриса, качество перевода невозможно, говорить, и решили не трогать лучше. Нарспи перевел он Шараф Мударрис на классическом уровне. Вот так говорят современные поэты, как Ренат Хариус, Равиль Файзуллин и другие. А вы вот отметили до начала нашей встречи, что Аркаил Зайдуллин является внуком Зарифа Башири, да? Он является родственником Зарифа Башири, потому что Аркаил Зайдулла, он сейчас депутат Государственного совета Татарстана, народный поэт, очень много премий различных литературных имеет. Аркаил Зайдулла, поэт очень сейчас, можно сказать, по-свойски модный. Да. Впервые в истории татарской литературы тему татарско-чувашских связей можно увидеть в XIX веке в стихах Габдельзабара Кандалыи, в прозе Закира Хади. Проникновенные слова восхищения и горячей признательности Педер Хузангай и Яков Ухсай посвятили Хасану Туфану, Мажиту Гафури, Сайфи Кудашу, Габдуле Тугаю, Мусе Джалилю и другим поэтам. Произведения татарских поэтов и писателей также много переводились на наш чувашский язык. А сейчас слово хочется предоставить Хайдару Абдулбариевичу Сафиуллину, председателю общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской республики». Пожалуйста.
Здравствуйте, салам алейкум, рахматуллаху баракату. Говоря о национальной культурной автономии татар, надо, наверное, начинать с нашего руководителя, бывшего руководителя, который покинул нас в этом году, Фарид Абдуллович Гибаддинов. Он был начинателем разных проектов, разных уровней фестивалей, концертов. Ну, был человеком, генератором идей, который начал нашу национальную культурную автономию, возглавлял сначала нашу национальную культурную автономию татар до своей кончины. Он скончался от коронавируса 7 июля этого года. Я приступил, выбрали меня после него, приступил 28 августа к своим обязанностям. Ну, я что могу рассказать о национальной культурной автономии? Мы продолжаем все его проекты, которые Фарид начинал. Мы не остановили ничего. Идет Урмай-Залиде. Мы 30 октября провели гала-концерт, который он вел до своей смерти. Проект этот вел, и мы провели 30 октября гала-концерт не в полном формате, как проводятся концерты, а в онлайн-режиме. Артисты выступали живьем на сцене, но зрителей не было. Съемки были, передавалось в онлайн-режиме в интернет, и есть записи двухчасовой концерт. Нам в этом, конечно, очень хорошую помощь оказал ФАДАН, Федеральная национальная культурная автономия. При содействии, при их помощи мы провели эти концерты. Что еще? Милли Мирас у него есть, она тоже продолжается, но, естественно, она связана с поездками, с выездом в другие республики. Мы пока с коронавирусом этот проект не приостановили, она идет, мы у себя там выступления проводим, но выезжать не можем, к сожалению. Что еще у нас проводится? Второе, что мы начали вести работу по увековечению памяти Фарида Абдулловича Гибаддинова. Это первое переименование детской школы искусств, в котором он руководил более 20 лет. Понимание найдено, переговоры с главой администрации Комсомольской ведутся, он нас понимает, поддерживает. Спасибо ему, Осипов Александр Николаевич. Все прекрасно ведется, все идет в этом направлении, мы уже на стадии завершения. Второе, наверное, у нас мы тоже обратились в сельскую администрацию Зинату Минзагировичу с просьбой о переименовании или присвоении имени Фарида Абдулловича одной из улиц. Нашли понимание, тоже ведутся работы, нашли новую улицу, все идет в своем в этом. Но, естественно, мы хотим установить мемориальную доску, где он работал в сельском доме культуры Урмаева. Это тоже ведется работа. Что интересно, мы раз сидим здесь в библиотеке, идет работа над книгой воспоминаний о Фариде Абдулловиче Гибаддинове. Материал практически весь собран, фотографии собраны, с редакцией идут переговоры, с казанской редакцией, здесь наши переговоры идут. Сейчас приходим к концу. Книга пока еще открыта, ждем воспоминания, у кого кто-то, есть воспоминания, наверное, включим в эту книгу. Хотим его презентовать к дню, мы хотим провести гибаддиновские чтения в этом году, научно-практическую конференцию. План практический
свертан, положение сделано. Наверное, думаю, где-то в декабре месяце проведем. И там же проведем презентацию книги о воспоминаниях о Фариде Абдуловиче Гайбатдинове. Естественно, еще одна книга у нас есть, но она пока еще, его готовил Басыров Санатулла, но, к сожалению, опять скончался и остался материал. Мы подхватили этот материал и ведем эту книгу, перепоручили одному из журналистов и ведем эту книгу, наверное, думаю, в конце этого года, в начале она тоже увидит свет. Ну, что интересное, я хочу вам рассказать. Вот у нас связи между Татарстаном, укрепление связи между Татарстаном и Чувашской Республикой. К нам обратились с Татарстана, с Шура Татарстана, Василий Габдыргаязович, Шахразиев, он нам с Фаридом Абдуловичем дал задание. Давайте сделайте, чтобы у нас в Казани был улица, сквер одного из великих писателей или великих людей Чувашии, в Казани улицы с установкой памятника, а вы работаете, чтобы мы установили памятник Габдулла Тукая в Чебоксарах. Я на одном из совещаний обратился к главе нашей республики, нашел понимание. Сейчас идет очень плотная работа. Сквер найден, место найдено. Идут предварительные согласия получены. Ждем, когда пройдет комиссия городского города о присвоении имен и по памятникам, и ждем, когда их решение. Скорее всего, будет в этом году. В следующем году, наверное, будем устанавливать памятники в Казани и здесь, в Чебоксарах. А какой же чувашский писатель? Чувашский писатель, но мы говорили о Константине Иванове. Конечно, Константин Иванов. Да, мы говорили о нем, но мы не настаивали, мы просто предложили. Предложение было Габдулла Тукай, потому что они, как бы оба умерли в 28 лет, у них судьбы и значимость одинаковые среди чувашского народа и среди татарского народа. Все вроде бы идет к логическому завершению. Все, думаю, мы завершим в этом году, может быть, присвоим имена на улицам и скверам. В следующем году 135-летие со дня рождения Габдулла Тукая, юбилейный год, наверное, может, и установим памятнику. Очень хорошо. Да. Мы, конечно, вам желаем удачи, у вас столько планов. Ну да. Надеемся, что все будет реализовано. Про гайбатдиновские чтения я уже вам рассказал. Ну, еще могу рассказать, интересный артист у нас есть. Вы, наверное, все в курсе. У нас артистка Фарида. Да. Она поет чувашские, татарка, она поет чувашские песни, она поет колоритно. Вот мы совместно с ней тоже ведем работы. Пытаемся их включать в наши совместные проекты, чтобы она исполняла песни, она интересно исполняет чувашские песни, как-то в колорите, в татарском колорит какой-то вводит в чувашские песни. Ну, интересно, люди ее любят. Обогащает? Да, она обогащает, да. Люди ее любят, и очень много обращений чувашских слушателей, почему ей не присваивается звание «Заслуженный артист Чувашской Республики». Ну, может, после сегодняшней встречи Я над этим работаю. Наверное, она получила звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики». Наверное, будем дальше работать. А вот с литературным сообществом какую работу вы проводите совместную с писателями Чувашии? Пока, я же говорю, я приступил только к работе. Маховик очень сильно крутится.
Я еле успеваю, но думаю, сейчас я тоже в этот маховик встраиваться начал вроде бы. Фарид Абдулович был очень энергичным человеком, очень, я сказал, глыбый такой, у него маховик очень сильно крутился. Не что встроиться и по литературе, и по концертам. Я же инженер по профессии. Он был культурным работником. Вот мне... Да. А вот какие ваши любимые чувашские и татарские поэты, писатели? Кого вы? Ну, Лично? Да, В личном плане, да? Ну, интересно, да. Ну, интересно, но, естественно, это самый любимый поэт, это у нас Габдулла Тукай, Муса Джалиль. Да, среди чувашских я, правда, на русском переводе читал Нарспи, очень хорошее произведение, очень такое и со слезами, и этот, ну, наворачивается вот такое, внутренние струны затрагивает. Ну, я много читал чувашских писателей, они в переводе на русский язык, правда. Это про войну, сейчас не помню, в детстве я очень много читал. Айги, что ли? Про войну. Агаков, может. Агаков. Агаков. Про войну он писал такое, зачитывался я этими книгами. «Золотая цепочка» есть книга. Вот. Наверное, читали эту книгу. Да, «Золотая цепочка». Еще у него не только одно. А Саламби не читали Артемьева? «Солдатские дети» у Агакова, Леонида Яковлевича. Просто я к чему? У нас книга Саламби Артемьева стала самой читаемой книгой столетия. Ну, повесть Саламби написана в середине 50-х годов. Новые поколения, молодые, сейчас, наверное, не очень-то хорошо знают про эту книгу Александра Артемьева, нашего народного писателя. Но книга замечательная. Ну что же, спасибо, Хайдар Абдулбаревич, за столь подробный рассказ о вашей деятельности. Вы вносите большой вклад в укрепление татарско-чувашских связей. Мы вам желаем удачи. Надеемся на плодотворное сотрудничество. С нашей стороны мы всегда готовы вам помочь. Спасибо. Ну что же, многие писатели и поэты Чувашской республики дружат со своими коллегами из Татарстана. Их произведения увидели свет и на татарском языке. Тут, конечно, особо хочется отметить Рената Хариса, народного поэта Татарстана, переводчика произведений русской и зарубежной поэзии на татарский язык. С особой симпатией он относится к чувашским произведениям, переводит их на свой язык. Им переведены произведения Хузангая, Ухсая, Афанасьева, Тургая, Айги, Сарби и многих других. И в том числе Юрия Семеновича Семендера, нашего гостя. Да, подтверждаю. Ну что же, Юрий Семенович, мы снова к вам возвращаемся. Вы перевели на чувашский язык сборник татарской поэзии, куда вошли 123 поэта, да? Вот, 123. 123. Вот, покажем книгу. Видно, да? Да. Вот здесь 123 татарстанских поэта, начиная от Кулгали до поэтов наших дней. 123 человека. Перевел я по 2, 3, 4 стихотворения каждого поэта. Вот такая получилась книга. Хорошая книга. «Венок татарской поэзии». Предисловие сочинил на чувашском и на русском языках. Вот такие слова, могу даже один абзац прочитать. Когда я, как предисловие, можно, наверное, подчеркнуть, что 2 раза мне пришлось служить в советской армии. Сначала я здесь как действительную службу провел в Восточной Германии около 4 лет, а потом вдруг работаю в редакции газеты, и приходит приказ министра обороны. Вы определены кадром вооруженных сил, как офицер-политработник. И когда ввели в каждой роте это подразделение
войсковое подразделение. В каждой роте политработника, и рот в советской армии очень много, где сразу возьмешь столько политработников готовых. И решили призвать из гражданских таких политработников. Коммунист, политработник. И вот призвали договор, контракт на 2 года заключили. Конечно, хотели меня оставить и дальше, чтобы я служил. Но так мне захотелось вернуться в город Чебоксар и заняться литературным творчеством. Потому что уже готова была первая книга к изданию, и я вернулся. Но поскольку политическая работа войсковая моя проходила в городе Казани, я познакомился с очень многими поэтами. Работала чувашская секция чувашских литераторов при правлении Союза писателей Татарстана. И я со всеми с ними познакомился, начал посещать их занятия, и стали моими друзьями и Ренат Харис таким образом, и Гарай Рахим, и Равиль Файзуллин, Роберт Минуллин, а впоследствии уже общая такая пошла литературная работа. Вот Ренат Харис когда работал редактором журнала «Казан Утлары», он звонит сюда, а я редактор чувашского журнала «Ялав». Звонит: давай, Порфирий Афанасьев и Юрий Семендер пусть приезжают сюда на недельку, чтобы мы в составе авторов журнала «Казан Утлары» посетим КамАЗ, будем выступать перед рабочими этого КамАЗа. Берите с собой композитора Юрия Кудакова, певцов нескольких человек. И вот в течение недели работали. Это один из примеров. А когда Рената Хариса избрали депутатом Госсовета Татарстана по Буинскому округу Татарстана, опять он то и дело приглашал нас не только в Буинский район, но и другие районы, и Тетюшский, и другие районы. Нурлатский район часто мы посещали, потому что там чувашское население такое немалое. И наши встречи и там, в Казани, и в районах проходили, и в Нижнекамске, и в Набережных Челнах интересные были встречи. И татарские писатели постоянно посещали наши Чебоксары, здесь ветераны татарской литературы выступали перед читателями. У нас вот чувашские татары, как так будем называть их, очень любят свою литературу. И когда уже по нашему приглашению приезжают сюда татарские писатели, современные, выступают перед ними в Батыревском, Комсомольском районах, в других местах. Раньше проходили такие, постоянно проводились дни литературы Татарстана в Чувашии, например. Дни чувашской литературы и искусства в Татарстане. Так мы постоянно общались между собой, удовлетворяли просьбы наших читателей, любителей культуры. И это проходило очень хорошо было, на уровне было. И наши читатели и в Татарстане, и в Чувашии очень с большим желанием встречали писателей и артистов. Вот в этой постоянной работе, дружной работе и в литературе, и вообще в культуре укреплялись наши связи. Сергей Есенин в своем стихотворении «Поэтам Грузии» пишет: поэту есть кунак. Кто такой кунак? Это гость, желанный гость. Вот, если Есенин появился в Грузии, его очень полюбили грузинские поэты. Также и в наших условиях
Татарстане чувашских поэтов встречали хорошо всегда. И приезд из Казани татарских поэтов – это праздник, праздник. Вот так развивается наша дружба. Дружба литератур укрепляет дружбу народов, Ольга Николаевна. Так писали и раньше. Рубрика специальная была в литературной газете, нашей общей литературной газете. Дружба литератур, дружба народов. Когда писатели переезжают из Татарстана, это уже праздник, ибо здесь татарских читателей немало, и там, в Казани, у нас немалое количество чувашского населения. Это праздник для них. Вот такое общение, постоянное, деловое, дружеское отношение укрепляет дружбу наших народов. Это очень хорошо. Я прочитаю стихотворение сейчас на чувашском языке. Я уже говорил, что в прошлом году 1 месяц я посвятил башкирским друзьям. Вот стихотворение, посвященное заслуженному работнику культуры, чувашской культуре, лауреату премии имени Михаила Шеспеля Ренату Харису, народному поэту Татарстана. Yazala şultuldarna hiseppe, çelhemerdi şerbin samahmran, kilen veribut çul hilhemepe, puşkaşa çıhrime behamyatran. Muhtav durra Renat. Yes şirninçe tukay sasibeleyu на жарах, шубашкарпа пава хутлыхынче, пурнан пылгар хаважа ашкарат. Вот молчал начунтан сумасуза, шербин юрмарти азамлахран, хам майлашын граф шаври шықса, епхуза наши дертим камалдан. Давда бужах туррамара Ренат, хыергиня ван туяттенше, паян сансывызен аньян равенчен, хамавали еп туянап шунат. Эс шитмелчул дулдарна ятпала, юнерлихри хевел терремерден, бинрен шербин теспеохунамалла, Эреш парнеп турам черерен, мухта варенат шульдия темере, упраня пирен туслых княги, сыл пултаремерех пирден сире, сирден пире, кушас свап ерги. Я, как представитель чувашской литературы, поздравляю сегодня, приветствую сегодня всех татарских поэтов и Рената Хариса, и Равиля Файзуллина, и Гарая Рахима, и других наших современных поэтов, которые переезжали сюда, в Чувашию, не раз и дружат с нами постоянно. Благодарю их за постоянные литературные контакты наши, что они обогащают своими стихами нашу литературу. И от имени всех наших друзей современных даю такое слово, и дружбу эту нашу будем продолжать, укреплять всеми мерами, всеми средствами. Пока на этом все. А потом продолжим, если я буду нужен. Давайте сразу и продолжим. Сразу? Да. Так. Вот у вас новая рукопись, да? Новая рукопись, Можете новая о ней нам будущая рассказать? книга. Габдулле Тукаю, вот поскольку мы сейчас уже будем знать, что в Чебоксарах будет памятник Габдулле Тукаеву, классику татарской поэзии, прочитаю стихотворение, посвященное ему, великому Тукаю, современнику нашего Константина Иванова. Хузан такларман хужу, мускав такларман хужу, сана халық поэча тавасси шинчен, анжақташу да жуғышу, чун черери таза ұшу, хевелбек пахна шүлле түберен. Ұша чазах сизет хресчен, сизет хулазен жи ісчен, сизет эпхü, чистай да шубашкар, актет переверендеген, ырыгуншул парнелекен, малашлыхаун хышын ондалар. Тюбе білет хайдурдымня, чарайман шырын шаврымня, тінчемірде халыслышын нумай, шабах чілхемір хватня, эдем ырземен ынатня перекдартаканевал, Тукай.
Тукай хорошо знал о чувашах, Тукай хорошо знал жизнь своего родного народа, и как татарскому, так и чувашскому народу очень дорог Габдулла Тукай. Поэтому решение наших инициаторов о памятнике Габдулле Тукаю в Чебоксарах, о восстановлении, не восстановлении, а установлении памятника Габдулле Тукаю, классику татарского народа, практически классику мировой поэзии, как и Константин Иванов, так и Габдулла Тукай, нам они очень дороги. И в чувашском народе это решение, эта инициатива вызывает очень приятное ощущение, приветствие. Нам хочется, очень хочется, чтобы памятник в Чебоксарах Габдулле Тукаю был. И если Константин Иванов найдет себе место в одном из скверов города Казани, величественного города Поволжья, то мы будем очень рады тоже. Это опять подтвердит дружбу, вековую дружбу наших народов. Мы нашли понимание у главы республики, он дал задание. Работы ведутся, его это заинтересовало. Работы ведутся, ну, и в Казани, и здесь. Очень хорошо. В Казани ждут письма от Национального конгресса, чтобы начать работы по подбору улицы. Здесь мы подобрали, работали месяца 2, искали улицу, нашли. Осталось только комиссия, когда пройдет, чтобы они расписались. Замечательно. Это Вот великий шаг, я думаю, между республиками Татарстан. И в год столетий решения очень мудрые наших глав республики, глав и президента Татарстана, у нас президент, мудрое решение. Я думаю, в год 135-летия рождения Габдулла Тукая это будет величайшим праздником и для татар, и для чувашей. Мы, Ольга Николаевна, также очень благодарственно относимся к татарским писателям за то, что они постоянно в своей художественно-литературной периодике освещают процесс развития чувашской литературы, издают книги в переводе на татарский язык. Вот наш Петр Хузангай имеет свою книгу на татарском языке, Ухсай имеет книгу на татарском языке. Вот у нас выставка здесь, Да, вот оформлена выставка оформлена. Как раз и там и проза, и драматургия наша, и поэзия современная представлена в переводе на татарский язык. Так что ведется большая работа. Спасибо нашим татарским Вот друзьям. тут красивый журнал лежит. Ага, Казан-Утлары. Вот Казан-Утлары журнал лежит перед нами. Недавно редактор журнала вместе с татарским поэтом, нашим земляком Ркаилом Зайдуллой приезжали сюда, несколько выступлений сделали. В частности, я тоже с ними принимал участие во время встречи с студентами Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова. Студенты так хорошо приняли редактора журнала Казан-Утлары и народного поэта Татарстана Ркаила Зайдуллы. Много вопросов задавали. Беседа была такая очень дружественная. Читали свои стихи молодые писатели, оказывается, и на татарском языке есть пишущие студенты, стихи пишут, и журналисты молодые. Вот состоялась такая дружественная встреча, которая говорит о том, что наши народы дружественные, из давних времен истории мы живем рука об руку. Вот
нет никакого сомнения, что эта дружба какими-то причинами, какими-то недостойными делами нарушилась. Этого не будет никогда. Мы друзья, мы соседи, и так будем жить. Я добавлю, мы имеем Да. общие корни, мы Общие все корни. тюрки. Тюрки, Да. булгары Да. общие. Так и будем жить. В Булгарах камни, которые есть, вот, Да. чуваши читают лучше, чем татары там. Давайте, Хайдар, я в честь этого Закрепим, знакомства так сказать. закрепим рукопожатием. Вы как руководитель татарского движения в Чувашии, Да. я как друг татарских современных поэтов. Вот этим рукопожатием подтвердим. А вот у меня тут такой вопрос возник. Не хотели бы на 2 языках издать вот эту рукопись, на татарском? Я очень хочу, но ведь сразу... Может, Хайдар Абдулбариевич подскажет? Будем думать, потому что... Будем Было бы очень работать. хорошо, да? Вы же Будем видели, работать. как мы руки пожали, дружественное рукопожатие. Это, я думаю, все решит. Чаще все решить невозможно, а будем работать. Хорошо. Очень хорошо будет с портретом каждого поэта. Здесь 30 поэтов. Я каждый день одно стихотворение в течение месяца, в течение декабря 2019 года писал эти стихи. Начал Габдуллы Тукая, потом пошел дальше до самых молодых А кто там татарских из поэтов. современных? Мы, может, даже и не знаем их, не слышали, наверное. Незнакомые нам имена, может, есть там? Вот Рифат Салах, Луиза Янсуар, кандидат филологических наук. Молодая очень Луиза Янсуар, но очень хорошо показала себя в современной поэзии. Гульнур Курбанова работает в правлении Союза писателей консультантом. Рашат Низамиев, сильный баянист очень, хороший поэт, был редактором журнала. Эльмира Шарифулина тоже хорошая поэтесса. Мы с ней вместе выступали в цехах КамАЗа. Галимзян Гильманов занимает все время ответственные посты и в правительстве, и в других учреждениях. Рамис Аймет знает чувашский язык хорошо. Он из Убеева, там район Тетюшский, да? Убеева. Вроде бы, да. Вот из этих Давно мест. там не был. Да, тяжкий Вот. край. Зайдулла, это уж наш земляк. Рафис Курбан тоже очень относится хорошо к чувашским поэтам. Его 60-летие в Казани мы в Доме дружбы народов вместе отмечали. Сулейман, я уже говорил, он отличный поэт, и в науке у него очень большие достижения. Таким образом, общими силами мы, наверное, выпустим это и на татарском языке. С поэтами, Да. с портретами всех поэтов, с хорошим полиграфическим исполнением. Постараемся. Наверное, сделаем. Вот. И Хайдар говорит, наш новый товарищ Софиулин. Он говорит, тоже примем участие небольшое. Вот, совместно сделаем. И я очень доволен тем, что такой приятный сегодня разговор состоялся у нас. Ольга Николаевна хорошая вела передачу. Спасибо вам. Приехал Спасибо. товарищ Может, вы еще Софиулин. что-то хотите добавить? Софиулин. Я что могу добавить? Уже, пожалуй, все сказал. Наша дружба на века. Да, с этим нельзя не согласиться. Сотрудничество народов, их взаимодействие, дружба – это залог успешного развития каждого из них и всех вместе. Источник могущества и силы, наверное, да? Все согласятся с этим. Да. Мы благодарим вас за участие, наших зрителей за то, что были с нами, смотрели нас. И желаем вам удачи, здоровья. Прощаемся. Яна Очрашулар Кадер. Терезех Каларужи.